Давайте погадаем на ваши отношения с загаданным человеком. Тема любовная. Посмотрим ваши перспективы, внутренние отношения этого человека, подсознательное к вам, сознательное отношение к вам. Какие намерения у этого человека. И у нас с вами будет 3 позиции. Первая карта покажет состояние ваших отношений на данный момент. По ней вы ориентируетесь. И дальше посмотрим вот и отношение к вам этого человека, да, загаданного. И какие планы на будущее, и перспективы ваших отношений. Вы смотрите, как у меня карты сегодня разваливаются. Вот когда столько карт падает на стол, их переворачивать нельзя, да, это слишком много. Но это значит, что данный человек в данный момент как раз думает о вас. То есть, и поэтому карты путаются, как будто бы. Перестают нормально держаться в руках. Поэтому данное гадание, когда бы вы его ни нашли, оно для вас знак. Итак, выкладываем состояние текущее ваших отношений, да, на сегодняшний день, что происходит в этих отношениях. Ну и дальше будем уже смотреть сознательно, подсознательно, как относятся, намерения, перспективы. Так, первая позиция — аметист. Вторая позиция — вот такой вот накид. И третья позиция ляпис-лазули. Как он? Лазурит. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак. Первая карта — это состояние ваших отношений, да, на сегодняшний день. Тут у нас аметист. Первая позиция, да, и первая карта. Ну, это карта мир, поэтому, ну, это хорошие, очень такие крепкие отношения. Вы будто бы растворяетесь друг в друге, вы друг друга дополняете, вы друг друга чувствуете. У вас есть взаимные чувства. Это может быть брак, такой довольно серьезные отношения, да, или вот готовитесь к браку. Это могут быть очень старые отношения, длительные. Просто, допустим, даже если люди недавно встретились, они друг для друга целый мир открыли, да. То есть вы друг другу открыли что-то в этом мире, вот что-то потрясающее, может быть, вот так. Мир показывает сильную совместимость. Вы подытожили один этап и выходите на следующий уровень. Конечно, это все бывает не без испытаний, да, но видно, что карта такая очень светлая, хорошая, и отношения много значат для вас обоих. Давайте посмотрим, значит, что он к вам чувствует сознательно. Этот человек, да? А он или она, это не важно. Что чувствует подсознательно? Подсознательно. Сознательно десятка кубков. Тоже такая очень милая карта. Показывает, что человек сознательно, вот в сознании вас любит. И если у вас еще нет с ним семьи, детей, то хочет, да? Чувствует, вот, что вы друг для друга предназначены на всю жизнь, надолго, на долгие годы. Хотелось бы крепкую семью, чтобы все были счастливы. Вы, там, родственники, да, следующее поколение. Но в подсознании стоит рыцарь мечей. Человек как будто бы... Ну вот, во-первых, сильная ревность, может быть, да, сильно ревнует, возможно. Подсознательно это чувство такое, что... Мне кажется, у меня есть соперник или соперница. Хочется одолеть как будто кого-то, как врагов для отношений. И чувствую угрозу какую-то. Если нападут на отношения, я буду драться, отбиваться. Вот так прям. Вот такое в подсознании. То есть человек хочет как бы внутренне, интуитивно защитить ваши отношения от кого-то, от какой-то вот угрозы, но эта угроза больше исходит от противоположного пола. Очень интересно.
Какие у человека планы? Ну, королева Пентаклей — это очень хорошие планы, это семейные планы. Человек прям растворяется в этих отношениях, хочет быть по-серьезному вместе с вами. Брак, семья, дети, хорошее материальное устойчивое положение, общий дом. То есть это очень хорошая карта, и хочется именно мирных, таких доверительных отношений, где вот как раз-таки этой ревности бы не было, да? А чтобы наоборот, вот вы как-то по душам говорили, все вместе, вот чтобы все было мирно, спокойно. Видите, у него даже вот в чувствах, которые в разуме, вот, ну, на поверхности, да, вот не внутри, не там в подсознании, а именно в сознании, вот тут вот у нас прям чувствуется вот это создание семьи, дети, там счастливая семья, вот это большой хороший дом, да. То есть вот это все тоже в этой карте отражается. Как-то, если вы женщина, человек прям вами восхищается. А если вы мужчина, ну, она рядом с вами хочет чувствовать себя настоящей женщиной, ваша женщина. Как продолжатся отношения? Девятка жезлов. Их действительно придется отстаивать. Кто-то как бы нападает. То есть человек не зря подсознательно чувствует, что на эти отношения идет нападка какая-то, что есть враг. И придется отстаивать и стоять вот на страже этих отношений в скором времени. То есть действительно, да, надо будет прям стоять за себя, за свои отношения. Эти десятка мечей. Как будто бы действительно заканчивается один период и начинается другой. Да? Прощаемся с прошлым прям таки. Прощаемся и встречаем десятку пентаклей. Вот прям счастливая семья. Счастливая семья. Все отлично, все хорошо, да? Действительно, вот эта мечта вот этого человека, которого вы загадали, сбудется. Прямо сбудется. Ну и совет. Совет. Восьмерка мечей. Постарайтесь не ограничивать себя от этого человека, не прятаться, не прятать свою суть, не прятать свои чувства, эмоции. А даже если они негативные, ну то есть как-то показывать, говорить по душам, говорить искренне. Не завязывайте глаза на текущие проблемы. Если они есть, лучше их обговаривать. Ну а в целом я бы сказала, все очень даже неплохо. Даже хорошо, да? Ладно, переходим ко второй позиции. Переходим ко второй. Наш накид. И первая карта. Это ваши отношения сейчас. Ух ты, паж жезлов. Ну, вот тут вот такая молодая энергия ворвалась в отношения. Это очень яркие отношения сейчас. Искрит со всех сторон. Может быть ревность, может быть желание, ну, как-то удержать, с одной стороны, а с другой стороны какой-то подростковый подход, детский подход, наивность. Карта показывает начало именно нового этапа, новый импульс, новая искра, с одной стороны. Но с другой стороны, вот такая новая искра всегда добавляет ревности и бешенства какого-то, знаете, такого, прям. Можете сегодня ругаться, завтра очень ярко мириться. А также, ну, разговор какой-то вот недавно был важный. Или вот-вот будет, или назревает. Однако видно взаимные чувства, взаимное влечение, увлечение друг другом, особенно если взять так этого человека, увлекается. Но вы можете обижать друг друга вот своими какими-то неосторожными словами-то. Часто причем можете ругаться, обижать друг друга. Как делают все подростки в отношениях. Они то не разлей вода, то раз поругались в пух и прах. То спорят, как бешеные какие-то, да. То есть вот такая какая-то энергия почему-то собралась у вас в отношениях. Не знаю. И как дети себя ведете, иногда на принцип можете идти, там какие-то свои детские закидоны устраивать, молчалки, вот что-то вот такое. Так, чувства в сознании у этого человека. Я же говорю, пятерка пентаклей, да, и чувства в подсознании. Ну, конечно же, влюбленные. Влюбленные, конечно же. Тут это очевидно. И вот так интересно.
Человек, опять же, в сознании испытывает горькие какие-то чувства, периодически и отчаивается по поводу вас. Но видно же, ну, рядом ключ от двери. Так, ну, открой ты дверь, зайди, да? То есть решение очень простое. Но человек его как будто у себя под носом не видит, этого решения. Как бы как баран уперся, понимаете? Или бараниха. Ой. Ой. Я извиняюсь, неправильно немножко там. Понимаете, у каждого мужчина, женщина может гадать. Короче, упрямый или упрямая уперлись рогом в ворота, и все. То есть в подсознании человек очень вас сильно любит. Очень. Прям он одержим вами, этот человек. Или она, да? А вот в сознании у себя под носом не видит решения проблем, а проблемы его одолели в отношениях. Или ее. Вот так. Может страдать, кстати, от отсутствия денег. Хотя решение, опять же, под носом, ну, заработай, устройся на работу, возьми, сделай что-нибудь. Или наоборот, вы независимы так от денег, а этот человек почему-то себя накручивает именно по поводу материальных ресурсов. В общем, из-за ерунды. Какие планы у этого человека? Ну вот он, 15-й аркан. Я говорю, человек вот просто одержим даже вами, да? Это как одержимость такая. Любовь только очень сильная, привязанность только очень сильная. Ну, хотя может и абьюзик быть такой небольшой. По 15-му аркану и абьюз может быть. Но чаще всего это именно вот такая, как сильное притяжение, тяга, чувство собственничества. Ну вот увидит ли человек решение, да? Давайте спросим, прям интересно. Прямо все под носом не видит. Вот я говорю, вот прям хочется по башке надавать некоторым, потому что, ну вот, прям под носом у себя не видит решения проблем. Хотя вот они у него, вот они, вот. Ну возьми ты этот ключ. Нет. Будет ли исправлять ситуацию? Ну, каким-то своим способом, могу так сказать. Тут письмо, значит, цветы, если мужчина, да, прям напрямую все показано. Если женщина, ну, просто как-то делает что-то приятное для вас, да, для мужчины, но это, по-моему, не то решение. Там другое должно быть решение. Ну, может, проявить ответственность, устроиться на работу или еще что-нибудь. А человек этого не понимает. Вот он как пробка. Вот, как говорится, стучи, иди... кто-то стучит, иди, я сам открою. Вот. Ну, вот тут то же самое, да. Как продолжатся отношения? Суд, ну какое-то возрождение все равно будет. Реабилитация будет, да? Ну, поездка куда-то или переезд даже совместный. Или просто идете сильно вперед. Нет, тут точно уже. Тут вот чемодан, видите, и буйвол нагруженный чемоданами, тюками. Десятка жезлов в этой колоде, она приобретает, ну, немножко другой смысл особенно для колесницы. То есть мы же в сочетании карты смотрим. И может, ну, переезд, допустим, но трудный. Идете вперед, но немножко как бы тяжело нести что-то, да, на себе. Но отношения пока продолжаются. Пока продолжаются. Рано еще говорить о расставании здесь, допустим. Человек, он еще вас, знаете, держать будет, если вы даже захотите уйти. Какой-то, или она абьюзивный кто-то, вот. Кто-то зависимый, но при этом не умеющий исправлять свои косяки. Ну, вот такой ответ по второй позиции. А мы идем к третьей позиции. Наш лазурит. И первая карта – это ваши отношения сейчас. Паш мечей. Изучаете друг друга. Друг другу совершенно не доверяете. Ходите, как говорится, по лезвию ножа, да, это называется. То есть много рискуете в отношениях. Особенно, когда острите в словах. То есть можно один раз друг друга так оскорбить, что уже ничего не вернешь, да? Но вас же это не останавливает. Карта показывает и недоверие, и сплетни вокруг вас.
кто-то вмешивается со своими интригами в эти отношения, вы оба это не понимаете, кидаетесь друг на друга с обвинениями, обвиняете постоянно, каждый из вас видит второго явно насквозь, общение то прекращается, то начинается снова. Ну и такая острая ситуация, однако сильное притяжение друг к другу. Ведете себя как больные, как маленькие, как угодно, но не как здоровые, нормальные взрослые люди. И договариваться вы явно не умеете друг с другом. Если один начинает договариваться, второй обязательно все испортит. И наоборот. И вам еще воспитываться и воспитываться обоим. Вот так. В общем, такая карта. Еще следите друг за другом, справки наводите, собираете информацию, используйте ее друг против друга. Еще гадости можете друг про друга говорить. Вот прям какая-то вот такая карта. Ладно, что этот человек чувствует к вам в сознании? Так, неправильно. Неправильно, все неправильно. 8 жезлов. И в подсознании. 7 пентаклей. Но 8 жезлов — это тоже такие очень бурные чувства. Человек от вас постоянно чего-то хочет добиться, хочет поговорить, встретиться, написать, позвонить, что угодно вот такое. Внимание, много внимания хочет. Все внимание обратить на себя, сделать какой-то выпад в вашу сторону. Чтобы вы явно замечали этого человека. Неважно, мужчина это или женщина. В подсознании у этого человека все гораздо спокойнее. Хочу продолжительных отношений, приручить, вложить силы в эти отношения. Хочу серьезности отношений, спокойствия в отношениях, уверенности. Но пока уверенности никто из вас не дает. Но хотелось бы человеку, ждет. От вас чего-то ждет. Так. Чувства в подсознании крепче, чем в сознании, сразу говорю. В сознании они неустойчивы, человек все время реагирует остро на вас. Планы человека. Луна. Ну, планы пока особо непонятны самому человеку. Очень сильно влечет и тянет. Ну, как бы договориться, вот в чем вопрос. Заблудился или заблудилась. Возможно, на отношениях есть черная магия, потому что Луна просто так не падает. Поэтому, может быть, у человека в голове опилки. Ну, в принципе, опять же, на расставание, конечно, карта не похожа. Посмотрите на 2 волков. То есть, эта карта, да, она, конечно, показывает такие, ну, как и негатив иногда, и сбои такие в сознании, но она не показывает расставаний. Показывает, что просто люди как-то заблудились, и этот человек тоже заблудился, да, не знает, какие планы ему можно строить, а какие не надо. Так, куда идут отношения сейчас, как они продолжатся? Рыцарь жезлов, ну так же, вот ярко, бурно, влечение, выяснение, может быть, совместная дорога какая-то. Ну, потом 8 пентаклей, все-таки вы поймете оба, что над отношениями-то надо работать. И 4 пентаклей показывает, что вы друг за друга схватитесь и, может быть, построите что-то стабильное. Но со временем, конечно, это нужно время. А так пока, вот я говорю, вы как маленькие. Ведете себя даже хуже, чем во 2 позиции. Оба причем, скорее всего. Вот прям эти реакции бурные, вот это прям ого-го, вот это, конечно, да, это, конечно, с одной стороны эмоции и драйва добавляет в отношения, с другой стороны расшатывает сами отношения. Может, стоит как-то быть посерьезней, и когда вы что-то обещаете, лучше выполнять. И то же самое требовать от человека. Вот. Ну, вот такой ответ по 3 позиции. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. И до новых встреч!